Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Книга вторая «Лицо казанской национальности». Марджани. Назад к Корану, вперед в Европу. Шихаб-ад-Дин с детства любил задавать вопросы. Причем такие, что на них никто не мог ответить. Разве только сам Аллах Всевышний. Даже его отец Багаудин, которого эмир Хайдар ибн Максум хотел за обширные знания оставить благословенной Бухаре, часто приходил в замешательство. На свои вопросы Шихаб-ад-Дин Марджани искал ответы сам всю жизнь. Для этого он и поехал учиться по следам отца в знаменитое медресе Мир-Араб, куда попасть удавалось лишь детям зажиточных татар. Однако Бухара его быстро разочаровала. Косность, схоластика, скучные догмы – вот что он там увидел. Единственное место, где любил бывать Шихаб-ад-Дин Марджани – это библиотека. Библиотека Бухары. Огромное книгохранилище, основанное еще в начале 15 века прославленным шейхом Мухаммадом Парсом. Здесь хранились уникальные книги, которых нигде больше в мире не было. Откуда их только не привозили. Из Аравии и Египта, Турции и Ирана, Афганистана и Индии, Кашгара и Поволжья. Вековая мудрость пряталась в пыльных рукописях, терпеливо ожидая прикосновения любознательных душ. Погрузившись в их изучение, казанский шакирт совершил два важных для себя открытия. Корни восточной философии крылись гораздо глубже, чем говорили его многомудрые муалимы-учителя. Ибн Руст и Ибн Сина опирались не только на Аристотеля и Пифагора, что ни для кого не являлось секретом, но и питались космологическими идеями Авесты. И второй вывод, главный, предопределивший всю дальнейшую судьбу молодого богослова. Этот вывод сконцентрировался в кратком лозунге «Назад первоисточникам». Марджани с ужасом обнаружил, что веры, настоящей веры, какой учили древние священные книги, вокруг не было. Ни в Казани, откуда он приехал в Центральную Азию, ни в Бухаре и Самарканде, где он учился. Позже, совершая хадж в Мекку, он не увидел ее и в других странах, называвших себя мусульманскими. В Турции известный своими трудами ученый не нашел времени, в кавычках не нашел времени, а если говорить прямо, просто не захотел встретиться с османским пашой Абдул-Хамидом II, считая его кровавым диктатором. Хотя многие мусульманские лидеры, в том числе тогдашний муфти мусульманского духовного управления России, годами добивались аудиенции паши. Марджани пришел к заключению, что живое учение пророка Мухаммада, мир ему, и те схоластические премудрости и застывшие догмы, которые пытаются вбить в головы своим последователям малообразованные муллы, отличаются друг от друга, как небо и земля. Отдав 11 лет учебе и подходя к возрасту пророка Гайсы, Иисуса, мир ему, Марджани возвращается в Казань с огромным тюком рукописей, выписками из Бухарской библиотеки. Для того, чтобы представить, с чем пришлось столкнуться молодому реформатору,
нужно знать обстановку тех лет. В татарской слободе Казани, где и проживала мусульманская часть населения города, всем заправлял известный богач Ибрагим Юнусов по прозвищу Зун-Ибрай, Длинный Ибрай. Без его ведома здесь не могло произойти ни одно важное событие. По сути, Зун-Ибрай был некоронованным королем татарской слободы с обширными, как говорили, связями не только в губернаторском дворце, но и в петербургском. Король, в кавычках, конечно, любил, чтобы его окружали талантливые ученые-поэты, певшие ему осану. Марджани устроили настоящий экзамен с участием самых знающих богословов Махали. Шахаб-ад-Дин не только с честью его выдержал, но и посрамил своих экзаменаторов точным и четким цитированием первоисточников на языке оригиналов, арабском и персидском, которыми так хорошо, как он, никто не владел. Затаив в душе зависть, лидеры татарской общины не могли все же не признать его интеллектуального превосходства. Так, 6 марта 1850 года на основании указа номер 2011 Шахаб-ад-Дин назначается настоятелем первой Казанской мечети. Сегодня она носит имя Марджани. И главным преподавателем медресе при ней. Новый имам заводит новые порядки. Помимо чисто богословских дисциплин, он обучает шакирдов и светским наукам, математике, астрономии, истории. Причем, как отмечают его современники, Марджани применял в своем преподавании считавшийся лучшим в то время в Европе и Америке метод, по которому ученикам давали самостоятельно мыслить. Имам мог позволить себе критиковать мусульманских классиков, например, книгу «Философский камень счастья» Аль-Газали, когда другие священнослужители только с трепетом ее цитировали. Более того, Марджани открыл двери идждихата, то есть разрешил свободное толкование Корана. Муллы-консерваторы с этим смириться никак не могли. Зачем они тогда учились? И зачем они вообще нужны, если каждый сопливый шакирт теперь преспокойно мог трактовать священные аяты? На Марджани стали пачками писать рапорты и доносы, обвиняющие его в неверии и ереси. За его поступками и словами следили десятки заинтересованных глаз. То он якобы неправильно определил начало мусульманского поста Уразы, то незаконно провел в никах обряд мусульманского бракосочетания. Ситуацию обострила открытая конфронтация с Длинным Ибраем. Имам Хатиб выступал против того, чтобы Юсупов, Длинный Ибрай, был единственным попечителем медресе, считая, что у школы должен быть коллективный орган самоуправления. Отец Марджани, боясь, что сын наживет влиятельных врагов, советовал не идти против течения, а придерживаться мнения большинства. Но Шахаб-ад-Дин гордо отвечал: превыше всего истина, честность и благородство. Используя мусульманское духовное управление как орудие мести и травли, врагам Марджани дважды, в 1854 и 1874 годах, удавалось отстранять его от должности, последний раз с формулировкой «дабы ослабить его гордость и упрямство». Упрямца Шихаба не жаловали и царские чиновники.
Более достойной кандидатуры на пост муфтия было трудно сыскать. Но во главе мусульман предпочтительнее было держать пусть темных, но управляемых ортодоксов, чем прогрессивных реформаторов, от которых власть всегда ожидала подвоха. Шихаб-ад-Дин Марджани в татарской культуре занимал примерно то же место, что и Лев Толстой в русской. Находясь между двух огней, мусульманским и царским начальством, Марджани находил силы и возможность для творчества. Он очень высоко ценил науку, не видя в ней никакого противоречия религии. Марджани – ученый-энциклопедист. Круг его научных интересов необычайно широк. Философия, история, археология, этнография, нумизматика, литература, медицина, музыка. К сожалению, мы до сих пор не можем в полной мере оценить богатейшее творческое наследие Марджани, поскольку почти все свои сочинения он писал по-арабски. Арабский язык был тогда научным и религиозным языком всего Востока. Парадокс. Научное наследие Марджани больше знают не в Татарстане и России, а далеко за их пределами. Так его имя занимает достойное место в авторитетной энциклопедии Востока, изданной на арабском языке в Ливане. Арабский ученый Хайр-ад-Дин аз-Зирикли приводит биографию Марджани. Он был имам-хатибом-мударисом первой Казанской мечети, воспитал много ученых, открыто выступал за иджтихад, критиковал некоторых мыслителей позднего поколения, был упорным в спорах, вследствие чего с ним враждовали современники, так что он смещался с должности, потом снова восстанавливался. У него есть произведения, среди которых «Мустафат ал-Ахбар» по истории Казани и Булгара, в котором приводятся названия его книг, среди них «Назурат ал-Хак», «Шарх Акаид ан-Насафия» и другие. На Марджани ссылаются и многие европейские и американские ученые: Рорлих, Бениксен, Кемпер, Давлет, Келкежи, Шами-Оғу. Над главным своим трудом «Вафият ал-Аслав» шеститомным библиографическим словарем Марджани работал около полувека. Историк Гумилев писал о разных ракурсах обозрения истории. Есть взгляд из мышиной норки, а есть взгляд с горной вершины. Марджани всегда мыслил масштабно, вырываясь из узконациональных рамок. Он охватил период всемирной истории с VII по XIX век, проанализировав массу эпизодов на фоне более 6000 биографий известных деятелей Востока. Это был первый подобный опыт в исторической науке. Современные исследователи всю историю мировой культуры разбивают на 3 зоны: восточную – Китай, Япония, Корея и так далее, среднюю – Средний и Ближний Восток, и западную – страны Европы, представленные условно 3 мировыми религиями – буддизмом, исламом и христианством. В рассматриваемый Марджани период именно средняя зона играла ведущую роль в мировом историческом процессе, и его научный интерес был прикован к самой передовой на тот момент цивилизации. Однако ученый был далек от статичного подхода к истории. Еще будучи шакирдом и изучая греческую философию, он уяснил одну истину: все течет, все меняется. Если раньше культура приходила в Поволжье из Хорезма, говорил Марджани,
то теперь из России и Запада. Он призывал своих учеников активно изучать русскую и европейскую культуру, за что, кстати, его не любило мусульманское духовенство. Марджани никогда не был кабинетным исследователем. Он поддерживал контакты с самыми разными учеными: Казимбеком, академиком Радловым, профессором Готвальдом, петербургским ориенталистом Вильяминовым Зерновым. Его обвиняли в том, что он вел переписку с легендарным героем Кавказа Шамилем. Якобы вел. На самом деле с Шамилем Марджани не переписывался, но симпатии к кавказским горцам выражал открыто. Зафиксирован еще один любопытный факт. В 1876 году он принял у себя дома в татарской слободе Казани всемирно известного ученого, автора труда «Жизнь животных» Брема. Причем гость с хозяином говорили по-арабски, чем крайне удивили сопровождавшего Брема академика Радлова. Шихабаддин Марджани обладал планетарным мышлением. Глубоко изучив прошлое и настоящее, он хорошо видел, куда устремлено будущее. Некоторые его высказывания звучат настолько современно, что, кажется, написано только сейчас. «Для будущего нашего народа, — говорил Марджани, — для самостоятельного решения своих дел, для того, чтобы наш народ не затерялся среди других, нам насущно необходимо овладеть европейской наукой, знанием и ремеслами. Для нас весьма полезно обучаться в школах по европейскому образцу. Каждому необходимо получать знания там, где процветают на данный момент ремесла и просвещение. Для науки и знаний нет национальных границ и нет особого языка». Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.